коротко? Еще не вызначить. А, ты хочешь? Классно. Добро. Дети, мне пани Алена казалось, что вы учили анатомию, так? И вы ведаете, что такое тяглица? Тяглица это мышцы, ведаете, так? Ведаете. Молодцы. Добро. Хто ведає, яка у нас самая хрупкая мышца? Какая самая хрупкая тяглица? Правильно, да. Самая хрупкая тяглица это бегальная. Вот мы так можем держать вельми хрупкая, навіть не більше десятку, навіть коля 10 разів за секунду. Так вот можем держать и сами того не зображаем. Ось. А хто ведає, яка самая костная тяглица? Язык так самая вельмимостная тяглица, а кто, Олег, это не язык, какая самая такая вельмимостная мышца? Правильно, так, жевальные тяглицы, які знаходяться в ось тут, вони вельми моцні. На самой справе, она, когда мы закрываем рот, то мы можем поднять свои 70 килограмм своим ротом. То есть нам нужно повесить за скибицу 70 килограмм, и мы можем поднять. Вот. Тому вельми небезпечно совать палец кому-нибудь в рот, потому что он может... Ясно. Дети, а кто ведає, у кого больше костных? У детей или у дорослых? У детей, правильно. Потому что некоторые костки, они взрастаются, и у дорослых меньше косточек. А кто ведає, какая самая мощная костка у нас в организме? Самая мощная какая мощная костка? Правильно, бедренная костка. А где она находится? Ты не сможешь показать? Ось тут, да, ось она. Ось эта великая костка, отсюда до сюда, она самая мощная. Потому что она призначена... Для чего она такая мощная? Как мы могли что робить? Ходить и скакать. Мы можем скакать, да? И костка не ломается. Мы можем скакать на вас невеличких облегостей. То есть не из невеличких вышин. Например, когда вы залезете на это кресло и соскочите на полу, у вас не сломается костка, потому что она вельми моцная. Але не повторяйте это на высоких вышинах. Например, когда вы захочете соскочить отсюда на улицу, то это вельми небезпечно, потому что тады можно сдариться туда. Вот. А скажите, пожалуйста, а какая самая твердая костка у нас в организме? Самая твердая костка. Не светлая, какая самая твердая? Зуб. Зуб так само вельми твердая костка, але самая твердая костка находится у нас вот тут. Вот тут, и она вот за ухом находится, вот там. И сенс в том, что это скроневая костка, а это по-русски височная костка. Вот. И там схованные структуры нашего уха. Вот. Внутри этой костки ховаются еще 3 маленькие косточки, такие маленькие здесь. Вот. Дякуючи яким мы с ним чуем, мы можем чуть звуки роста. Вот. Для того, как их оборонить, как они не пошкодились, вот эта частка черепа, она вельми твердая. Вот. Дети, скажите, пожалуйста, а где у нас находятся кишки? Вот тут находятся кишки. Да, правильно. А какие бывают кишки? Толстые, еще какие? Толстые и тонкие, правильно. А какие кишки должнейшие? Толстые или тонкие? Правильно. А сколько должнее тонких кишек? Один вопрос. Хорошее такое поравнание. Довжиня тонкого кишечника в 4 або 5 разов больше, чем ваш рост. Да, может быть, достаточно толстый. Уявляйте себе, які у вас довгі кишки, чому це всі зміщаються у вас у животі. Так, вони там скручені таким вельми таким хитрым чином. Дети, а як вы думаете, что такое нырки? Где она находится? Да, правильно, нырки находятся вот тут. Вот тут. По-русски она называется почки. А может, потребная нам нырки? Да, з криві виводять зрослые шкодные речі. Все корисне у криві заставалося, а все шкодне виводилось. Ось. А чому вони так називаються? Чому називаються нирки, куди вони ниряють?
Так, тому що невероятно. Все почалося від наших далеких продків, які забивали свиней, и коли они их там разбирали и рихтовали, ось, то для того, как добраться до нерки, треба было занырнуть туда, ось, внутрь свиньи и их достать. Ось. И тому ось от этого слова пошла назва нерки. Ось. Дети, а скажите, Переласка, а учим ездить лекарь? Да, в машине будет перепоможет. Так, а по каким номерам будет машина перепоможет? 103. А еще, может быть, кто-нибудь ведает один номер, по яким можно выкликать усіх одразу. Пожар, милицию, хуй-хуй-хуй. Так, 112. Молодцы. Молодцы. А коли треба выкликать скорую допомогу? Так, еще коли треба викликати скорую допомогу? Так, правильно. Але, дети, треба викликати скорую допомогу вам тільки тоді, коли вокруг вас нема дорослих. Ось, коли ви знаходитесь в некій небезпечній ситуації, ну, наприклад, ви там одні вдома з бабулею, і бабуля стала кепською. Ось, то тоді треба телефонувати скорую допомогу. Во всіх останніх випадках треба звернутися до дорослих, ось, тому що це справа дорослих викликати скорую допомогу. Ось. Видите, а у чим ходять лікарі на працю? Да ладно, правильно. А які вони ще бувають? Яка буває ще, кроме білої, образ у лікаря? Так, бувають зелені костюми, ще які бувають? Латішні, так. Так. Рушовые бывают. А еще бывают розовые малюнки? Бывает, так. Мне, например, есть специальный костюм, на яким намалеван зеленый человек Халк. Зеленый человек Халк. Это такие супергерои. Вот. Добре, дети. Давайте зараз познайомимося з різними медичними приладами. Ось. Я думаю, что вы трошки знакомы с этими всякими медичными приладами. Ось, например, это что? Так, ну, я бы строго кажу, что это называется фонендоскоп, а стетоскоп это старейший брат фонендоскопа. На что это смотрит? Так, а слухать сердце и слухать еще что? Да, слухать битву легких. А что еще можно слухать фонендоскопом? Сердце, легкие, что еще можно слухать? Правильно, так, еще можно слухать живот. А можно слухать живот? А раптом там нехто живе. По-другое, кишечник, коли він працює, і він видає різні гуки, він там булькає, там нечто переливається, там такое. Ось, бувають такі серйозні ситуації, коли кишечник не працює, і якби, коли тоді підносиш фонендоскоп до живота, ось, і слухаєш, і там не чуєш нічого. Это вельми кепсько, это такая, такая небезпечная ситуация. Ось, будь ласка, фонендоскоп, коли його можна запустити і посмотрети. Ось, так само, є ще ось тут фонендоскоп. Там две трубочки, тут одна, в принципе, они... Ось, у кого дома есть фонендоскоп, скажите, пожалуйста? У меня бабуля есть настоящий. Да, у тебя есть так само, да? Да. И у тебя так само есть. А кто любит гулять у лікаря? Ага, а расскажите, як вы гуляете у лікаря? Что вы робите? Я лечу папу. Ну что ты себе Я, делаешь? например, роблю прививки. У меня есть специальный набор. А, у тебя есть специальный набор для прищепок, да? Ну и там у меня целый там беременец, там надо всякие, если душевёлишь. Ух ты, Да, с круто. одной стороны беременец дома, а с другой надо уходить. А кто еще гуляет у лікаря? Расскажите. Ясно. А кто еще гуляет? Расскажи. Круто. Слухай, не цікаво. Дякую. Так, і тут я ще одна прилада є. Максима ви бачили у своїх бабулях. Це що таке? Так, это тонометр. На что потрібен тонометр?
Да, копировать тиск. Вот. Некоторые люди, люди старейшего века купляют себе тонометры и меряют себе тиск постоянно. Вот. Это важно для того, чтобы они были здоровы. Вот такая вот штука. Тонометр працює таким чином. Тут есть такая груша, яка накачивается. Вот. В принципе, на кем-нибудь могу показать. Кто хочет быть добрым? Ось так. Потім треба ось это такая специальная прищепка. Давай мы так зробимо, все бачимо. Потім так. Потім ось так ось накачуємо. А потім и глядим, что там. А потом кажем, что тискует 90 на 60. Это верно. Вот. Здесь такая штука, можно поставить. Еще что-нибудь еще. Дети, как вы думаете, что это такое? Это время подобно на вин, але это не вин. Потому что вот он вот так вот раскручивается, и его можно вот так вот сюда складывать. Я буду думать, что это шина. Да, правильно, это шина. Вась, на что потребная шина, скажите? Да, коли есть подозрение, что человек сломал ногу, и вы, например, находитесь в лесе, то эта штуковина вельми допомагає, как зробити так, как нога не рухалась. Потому что у человека, коли у него пошкоджена нога, там, рука, ему вельми болить, коли она рухается, ось, треба зробити, как она не рухалась. И вот эта штуковина, она вельми допомагає у тим, как зробити так, как нога и рука, яка болить, не рухалась. Ось. Я могу на кем-нибудь показать. Кто хочет? Так, кто будет первый? Давай, сходите. Вот, что ты будем бинтовать? Давай на руку. Руку? Ну давай. Но это еще не по-соправу. Рука, в смысле. Так. Хорошо, что-то. Давай вот так вот, рука работается. Вот таким чином. Вот так. И вот таким чином мы сюда и земли. И прививаем. Вот. У кого-нибудь были травмы, переломы? Никто ничего не ломал? Это вельми добре, ви молодці. Ось. А що треба робити, щоб не було травми і перелому? Коли, наприклад, ви катаєтеся на ровері. Коли ви катаєтеся на ровері, що треба робити, щоб не було травми і перелому? Правильно, треба продати шлем. Ну, конечно, незручно. Не для того, как было зручно, для того, как до больницы дойти. Вот так. И потом можно прикрутить это за шею, вот, и таким чином ехать в больницу. Нет, ну, безусловно, незручно, але рука тоді на шмат меньше больницы. Вот. Видите, а что треба робить, коли вы опеклися? Например, вы брали там главный кубок с горячей горбаты и вылили на себе. Да. Правильно, треба поднести опеченную руку под водой холодную. И сколько там будет тримать под водой? 10 хвилин. Вот. А что треба робить, когда вы порезались, у вас тече кровь? Треба спочатку покликати дорослих і сказати, що моє ім'я не порезалися і не тече кров. А потім, коли ви бачите, що кров
очень моцна притиснуть это место, как я надо цепла. Что это? Чим-небудь притиснуть, наприклад, коли вот вы порезались тут на руце, ось, берите любые абсолютно предмет, там, ну, пожидано чистый, там, ну, какую-нибудь майку, там, снимаете себе и щільно притискаете вот это место, откуда у вас течет кровь, вот так вот моцно притискаете и прижимаете. И параллельно кричите того, сломай я, и я порезался от этих. Вот. Так что вот. Что? Вот. Мне так само есть шприцер, я вам его не покажу. Скажи. Вот. Потому что все боятся шприцов. А у меня еще есть вот эта штуковина. Это что такое? Это бинт. Это бинт. Да, это такий спеціальний бінт, який використовується, коли у вас, наприклад, ви там бігли і стісали коленку собі, у вас такая великая такая рана. Вот этой штуковиной можно покласть и замотать звичайно. Вот. Так що, бачите, скільки всяких цікавих речей ви А пустили. покажите шприц. Олежка не спокійно. Больше выйти. Бачите? Есть еще больше шприцы, это шприц различен на 10 мл, есть еще шприцы в 5 разов больше, а есть шприцы в 10 разов меньше. Вот. Він працює таким чином. Береться, оформляється эта иголка, потім набираються ліки, ось, ну і потім якби оживляється ось ця ін'єкція, яку всі так бояться. Так що, бачите, шановні діти, у лікарів і у інших педагогів дуже шмат різних цікавих природів, ось, і медицина це вельми цікава і займає. Вот. Так що, коли є ожидання, то запрошую цікавитися своїм організмом, своїм здоров'ям, ось, і вивчати медицину більш подробно. Дякую.